Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздерді Победа ауылдық кітапханасы қарсы алады. Биыл қазақ халқының аса көрнекті ағартушы педагогі, балалар әдебиетінің атасы, жазушы, ақын, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері және құрметті жерлесіміз Ибрай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толады. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося педагога-просветителя казахского народа, писателя, поэта, этнографа, фольклориста, общественного деятеля и нашего почетного земляка Ибрая Алтынсарина. Выдающаяся историческая заслуга Алтынсарина заключается в том, что по его инициативе при самом непосредственном его участии была создана в Казахстане сеть народных светских школ. При жизни ему удалось открыть 4 двухклассных центральных русско-киргизских училища, 1 ремесленное училище, 1 женское училище, 5 волостных школ, 2 училища для детей и русских поселян. Много труда вложил Алтынсарин в дело подготовки учителей для начальных народных школ, прежде всего из казахов. По его инициативе была открыта учительская школа в городе Троицке, немного позже переведена в город Оренбург. Алтынсарин не только открывал светские народные школы, но и разрабатывал для них дидактические принципы обучения и воспитания детей, создал учебные и методические пособия, регулярно осуществлял инспекторский надзор, ежегодно посещая каждую школу. Около 3 лет потратил Алтынсарин на разработку казахского алфавита на основе русской графики. В 1879 году вышли в свет 2 учебных пособия «Киргизская хрестоматия» и «Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку». Обе книги Ибрая Алтынсарина занимают особое место в истории культуры Казахстана как памятники письменной литературы, а также как учебные пособия, построенные по научному принципу. Ибрай Алтынсарин скончался 17 июля 1889 года и был похоронен по казахскому обычаю при огромном стечении народа недалеко от своего дома на берегу Тобола, рядом с могилой отца.